Уважаемые участники соревнования, я искренне поздравляю вас с открытием муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». Желаю победы каждому из вас, достойно показать свои знания, умения, военные навыки, с честью и доблестью защищать честь своей школы и достойно представить на предстоящих региональных соревнованиях Республики Ингушетия. Пожелания и напутственные слова приняты. Ребята с крепким боевым духом готовы. В муниципальном этапе Всероссийской спортивной игры «Зорница 2.0» приняли участие ученики более 15 школ. Это младшее и старшее звено. И вот капитаны со всех команд внимательно слушают инструктора. Первый маршрут Крестовна. Берете его. У нас есть волонтеры. Вон синяя маничка, видите, да? К ним подходите, они вас будут направлять, куда вам двигаться дальше. Проходите по маршрутному листу. РХПЗ у нас здесь и так далее. Команда Аиги Шейх. Построите. Судья, докладите. Приступаете к прохождению. Прошли, берете лист, дальше двигаетесь. Это сюда. Дети пробуют свои силы в следующих состязаниях. Общевойсковая грамотность и история Отечества, оказание первой медицинской помощи, игра в снайпера и строевая подготовка. Каждый ребенок показал не только физические навыки, но и умение работать в команде. Главное в игре – это не победа, а участие. И она извлекает из себя спорт, ум, командную работу, дружбу, игра на меткость. Насыщенной игре и энтузиазму ребят можно только позавидовать. Ахмеда Гарчханова переполняют эмоции. Говорит, и не подозревал, что состязания могут быть такими интересными. Корту дяхат хот первую цель корту хадяка, но тренер интерес хэтигё самукты дождь ждяка тоз. Знаменитую военно-спортивную игру советских пионеров «Зорницу» иногда называют самой массовой игрой 20 века. Это не преувеличение. Больше 15 миллионов школьников со всего Советского Союза поучаствовали в ней только в первые 5 лет их проведения. Сейчас же она возродилась в новом формате. Сегодня моя команда представляет среднюю возрастную категорию. На данный момент мы прошли уже 2 этапа. Это оказание первой медицинской помощи и игра «Зорничка 2.0». Оказание первой медицинской помощи, к сожалению, было у нас не совсем удачным. Но «Зорничка 2.0» мы шли первые из тех школ, которые прошли этот этап. Максимально быстро ребята проходили, в принципе, у них все получалось. Мы участвуем первый раз в подобной игре. Это достаточно интересно, потому что это мне, как взрослому человеку, интересно, присутствует азарт, и, в принципе, детки показывают свои знания, навыки и умения. У них достаточно хорошо получается, и мне кажется, это очень важно и нужно для подрастающего поколения. И самое главное, это интересно, потому что это интересно даже мне, и я бы с удовольствием сейчас с ними принимала участие в этом, но, к сожалению, возраст уже не тот. Этапы мы прошли почти все. Последняя военная подготовка была, строевая подготовка, военная полевая медицина. Мы прошли, очень интересно было. Я переживала больше, чем дети переживали больше, чем я, но нам было шикарно. Мы довольны. Муниципальный этап Всероссийской военной игры «Зорница 2.0» стартовал в марте. В этом году заявки на участие подали почти 3 миллиона юношей и девушек из 89 регионов России. Организаторами игры выступают движение первых, Юнармия и Центр войн. Такие мероприятия играют очень важную роль в нынешнее время, потому что очень правильно и верно воспитать любовь к своей родине. Это одно из важных чувств, верность к родине, что любой из них должен понимать, что завтра они должны стать на защиту этой родины. Поэтому проведение таких игр очень важно, и мы будем всячески содействовать проведению, в организации данных мероприятий. Данное мероприятие оно приурочено к 80-летию Победы, как мы знаем, да, вот. Тот посыл, который мы сегодня несем, это возрождение духа патриотизма, это обучение наших детей военному делу, формирование их гражданской идентичности. За муниципальным этапом последует региональный с 17 апреля по 31 мая. Для старшей возрастной категории запланированы окружные сборы, которые пройдут с июня по июль. Финал игры состоится в сентябре 2025 года. Мадина Богатырева, Акрам Адаслоев, Магаз 24.